Мы продолжаем. Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Соответствующее требование содержится в новом своде правил здания жилые, правила проектирования системы газопотребления. И на эту тему мы сегодня поговорим с нашим гостем. Рада представить вам начальника службы технического обслуживания газового оборудования Александра Чупрова. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, с этого года, да, нам известно, что все новостройки будут оснащены системой загазованности. Все верно, да? А каким образом оборудование будет проходить диагностику своего рода? Действительно, вышел приказ Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, и оно вступает в силу 6 июня этого года, и в нем требуется установка сигнализаторов загазованности в новых объектах. И согласно этого приказа мы будем требовать уже в новых объектах установки этих сигнализаторов. Угу. Ну, какой-то есть регламент? Все проверяющие устройства должны проходить поверку в свое время, но это пишется в их технических паспортах. То есть при покупке оборудования абоненты должны будут посмотреть на срок поверки этих устройств. Когда они должны, некоторые ежегодно проходят, некоторые 5, некоторые вообще до конца срока эксплуатации может быть. Поэтому надо на это обратить внимание при покупке сигнализаторов. Ага. Понятно. А что касается вторичного жилья, будут ли переоснащаться или дооснащаться дома газовые, вот этой газовой сигнализацией? Ну, новые требования к старым объектам не требуются, да? Ну, не распространяются. Не распространяются, да. Поэтому будем смотреть, наверное, не будем требовать пока. А возможно ли такое, что вот если человек сам позаботится и установит у себя в квартире самостоятельно такую сигнализацию, такое возможно? Ну, внутриквартирное газовое оборудование – это собственность самих жильцов, да? Поэтому при желании они могут, конечно, установить. И когда они подадут заявку на эти услуги, мы придем и установим. То есть проблем никаких нет. То же самое, что и если общедомовой совет там решит установить во всем доме вот такую сигнализацию, то тоже можно будет к вам обратиться и установить, правильно? Да, конечно, управляющие компании, ТСЖ или сами собственники могут. Да. Отлично. Ну вот, давайте напомним нашим зрителям о правилах пользования бытовым газом, потому что последние события показывают, что получается, что люди не соблюдают эти правила. Ну, правила, конечно, мы при первичном пуске всем проводим инструктажи всех абонентов. При 100% инструктаже мы запускаем этот объект. И если вновь, допустим, абоненты купили новые квартиры, да, и не знают, как пользоваться газом, то они могут прийти по адресу Петра Алексеева, 64 в техкабинет и абсолютно бесплатно пройти инструктаж. Там объяснять, как надо пользоваться этим оборудованием и так далее, правила безопасности и так далее. Но нам известно, что вообще технической службой, конечно же, регулярно проводятся проверки, да, газового оборудования, как в новостройках, так и в частных домах, да. Как на сегодня обстоит ситуация вообще в целом? Ну, на сегодняшний день требуется ежегодное проведение техобслуживания. Мы его стараемся провести, но у нас, конечно, бывают проблемы. Это с недопуском абонентов, но мы обхват 90% выполняем. То есть 90% мы все квартиры и жилые дома обходим по городу Якутску и по всей республике, где проводим, обслуживаем. А на что лучше самим жильцам обратить внимание вот в своем газовом оборудовании? На трубы, шланги, может быть, на сам счетчик, на стыки вот эти? Как сделать проверку самостоятельно дома? Конечно, для безопасного использования газового оборудования необходимо его периодически менять. Да? У всех газовых оборудований есть срок службы. То есть, допустим, у плит это от 8 лет до 12 лет может быть. И также ко всем кранам и шлангам есть срок службы. Поэтому их надо периодически надо их менять, да, при истечении срока эксплуатации. А какие вот первые действия будут человека, который вот зашел домой и почуял резкий запах газа? При запахе газа надо сразу перекрыть кран на опуске к плите, допустим, и приоткрыть окно или форточку. При этом обязательно не надо не трогать эти включающие приборы, электрические приборы, то есть даже в том числе включатели
да, и необходимо выйти из помещения и позвонить в службу 04. Можно из сотового 104 или сейчас работает уже служба 112. Нужно обратить внимание наших телезрителей на то, что сотовым телефоном тоже нельзя в загазованном помещении пользоваться, правильно я Да. понимаю? Нужно выйти из помещения и только в этом случае уже совершить звонок в газовую службу. Правильно? Да, правильно. Нельзя включать электрические приборы. Ну, В том числе и сотовый телефон. а вот смотрите, самый износный, изнашиваемый, так сказать, деталь в газовом оборудовании в квартире – это шланг, правильно? Да. Потом, Ну вот, как его можно проверить? Все-таки он же может подвергаться, там мебель передвинули, зажали его как-то. Как его проверить на целостность? Можно как-то это сделать в домашних условиях? ну, нежелательно, конечно, самому проверять, потому что мы ежегодно, как я уже сказал, проводим техобслуживание, и раз в год обязательно мы должны попасть в эту квартиру. Если у вас есть сомнения по поводу утечки возможного, надо позвонить в службу СТО. Это по номеру 46 0084. Диспетчер вам ответит, возьмет заявку и в течение дня к вам подъедет и проверит абсолютно бесплатно. Это входит в стоимость техобслуживания. То есть ни в коем случае самостоятельно никаких действий не предпринимать, не касаться, дожидаться и звонить. да? Абсолютно верно. Кроме того, что нужно перекрыть, если Да. есть опасения, Да, конечно же, да? Да, лучше перекрыть кран. Ну и самое и главное, вызвать чтобы специалистов. в квартире была хорошая вентиляция, я так понимаю, еще. Да, обязательным условием безопасного использования это является работоспособность вентканала, который мы проверяем при техобслуживании. А также управляющие компании должны нам предоставлять 3 раза в год акты о том, что работает вентканал. Александр, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром и ответили на интересующие нас и телезрителей вопросы. Удачного дня!